В эфире «Вечерние новости». Здравствуйте. И вот некоторые темы, о которых поговорим в этом выпуске. Прибывающих из стран ближнего зарубежья в Якутию теперь в обязательном порядке помещают в обсерватор. В беде жители Якутска не могут помочь ни в управе, ни в управляющей компании. С оттайкой снега под воду ушел первый этаж жилого дома. Реконструкция систем водоснабжения началась в Алекминске. Сколько займут работы и когда будет решен вопрос с чистой водой? Граждане ближнего зарубежья, прибывающие в Якутию, в обязательном порядке должны помещаться в обсерватор на двухнедельный карантин. Об этом глава региона СН Николаев заявил на ежедневном брифинге по эпидемиологической ситуации. Он рассказал, что зафиксировано 19 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Вчера из больницы выписались еще 3 человека. Таким образом, 13 человек выздоровели, а 6 продолжают лечение. Что касается Алдана и Ленска, у жителей, которых обнаружен коронавирус, Николаев оценил ситуацию как средней тяжести. Между тем, лаборатории Якутии по количеству проводимых тестов вышли на те параметры, на которые изначально ориентировался оперативный штаб. 2 дня назад они отработали 918 анализов, вчера 780. Это, по словам Николаева, полностью покрывает потребности региона. Вместе с тем, уже в ближайшие 2 дня будут доработаны вопросы о мерах, которые будут действовать в регионе с 15 апреля. Они направлены уже не на ограничения, а напротив, на смягчение режима полной самоизоляции, режима изоляции в целом по всей республике. Я считаю, что с учетом той ситуации, которая у нас сегодня складывается, я, как уже говорил, особенности по нашим сельским территориям, по северным территориям, конечно же, нужно уже ограничительные меры, жесткие так, по ряду направлений уже снимать. Вот. Еще раз повторюсь, что сейчас самое главное для жителей так, это находиться дома, это соблюдать режим самоизоляции. Это помогает нам достигать хороших результатов. Вот на примере города Якутска мы это точно сейчас наблюдаем. Лечение получают 3 пациента с диагнозом коронавирусная инфекция в Якутской клинической больнице. Рассказали о состоянии пациентов, больных COVID-19 в столице. По словам главврача учреждения, диагностические мероприятия проводятся в полном объеме. Состояние 2 пациентов средне-тяжелое. Главврач Николай Васильев в очередной раз призвал жителей и гостей столицы поберечь себя и других и не выходить за пределы дома без острой необходимости. А если такая необходимость все же возникла, то соблюдать дистанцию от других граждан на расстоянии 1–1,5 метров. Режим полной самоизоляции действует в Алданском районе Якутии. Напомню, его ввели после того, как результаты анализов на коронавирус в 2 случаях предварительно оказались положительными. В настоящее время установлен круг лиц, контактировавших с заболевшими. Ранее сообщалось, что выявленные граждане помещаются в обсерватор. В Алданском районе их 2, в самом Алдане и в поселке Нижний Куранах. В режиме самоизоляции разрешается выход в ближайший магазин за продуктами и выгул домашних животных. Также люди могут обращаться в лечебные учреждения за медицинской помощью и посещать ветеринарные клиники. Многие торговые точки и рынки закрылись. В магазинах, которые продолжают работать, поток покупателей увеличился, однако ажиотажа не наблюдается. Граждане обязаны перемещаться по долгу службы, должны соблюдать масочный режим, а в общественных местах рекомендуется держать дистанцию не менее 1–1,5 метров друг от друга. Это все работники медицинской службы, работники полиции, работники МЧС, суды и организации, обеспечивающие жизнедеятельность района. Ситуация под контролем полностью. Полная изоляция значит, что лица, которые не должны посещать рабочие места по долгу своей работы, должны находиться дома в режиме самоизоляции, то есть выходить только за продуктами питания в аптеку и все посещения медицинских организаций только на дому. Все рынки и торговые центры закрыли в Вилюйском районе Якутии. Работают только магазины и только имеющиеся в перечне группу товаров согласно утвержденному списку. Они совместно с волонтерами работают по бесконтактной доставке товаров до адреса по заявке. Также административная комиссия района совместно с полицией проводят ежедневные рейды по выполнению режима самоизоляции. Междугородние такси по-прежнему работают, запретов пока не было, вот. Но они работают с обязательным требованием освещать, предоставлять списки пассажиров, кто приехал, куда приехал, откуда приехал, и имена
телефоны в службу ЕДДС района. В Мирном, как и повсеместно, завершилась первая неделя дистанционного обучения у школьников. Родители и дети столкнулись с совершенно новым способом получения знаний. Мнения разделились. Кто-то категорически против таких новшеств, а кому-то новый вид пришелся по душе. Наши мирнинские коллеги пообщались с теми, кто непосредственно находится в гуще инновационных образовательных систем. Скажу честно, что мы не были готовы к дистанционному обучению, потому что, во-первых, если раньше мы контролировали детей и ограничивали их время провождения за компьютером, то теперь, получается, это должно быть обязательно. Кроме того, что они учатся в одну смену, значит, задания даются одноразово, в одно и то же время, получается, мы теперь еще и боремся за компьютер. Сначала один у нас делает уроки, потом второй. Кроме этого, они хотят еще просто поиграть. Требований много, а инструкций к применению или, допустим, порядок, к действию практически нету. В принципе, все выполнимо, дети справляются, но бывает, что зависает программа. Сейчас у нас куча еще групп в WhatsApp, то есть у каждого из учеников, то есть и у меня, также и с родителями, и с детьми, и с учениками, через которые дается задание, или потом проверяется, или не общаются. Так как очень много сообщений идет, ты можешь пропустить что-то важное, именно касающееся тебя и касающееся знаний или задания. И, значит, тебе надо читать все подряд. А там могут писать и дети, и учителя, и родители. Мой младший сын говорит: мама, мне надоело это. Тоже, то есть надо постоянно сидеть в телефоне. Старший сын у меня домосед, ему нормально сидеть, то есть он может целый день просидеть за компьютером. А младший, он не может без улицы, не может без подвижных действий. Он ходит на футбол, каждый день гулял, теперь он сидит дома, ему это очень трудно. Что такое обучение вполне доступное и достаточно простое в применении, подтвердил и сам ученик, старший сын Янины Михайловой. Вообще мне такой вид обучения удобен, но я бы хотел пойти, например, пообщаться с одноклассниками, поговорить с чем-то. Я и так это могу сделать, но только через какие-то платформы. Но мне хочется натурального общения. Это обучение очень простое, можно подобрать время. Онлайн-конференции не часто бывают, а даже если и бывают, то проходят очень просто. Задают иногда много, иногда мало. Но из-за того, что у тебя весь день впереди, ты можешь сделать либо в последний момент, либо растянуть на весь день. Якутская государственная сельхозакадемия изменила статус на университет. Министерство сельского хозяйства России по инициативе Айсена Николаева подписало приказ о переименовании. Учебное заведение получило статус университета и будет называться Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Арктический государственный агротехнологический университет. Изменение статуса в первую очередь связано с расширением направлений подготовки специалистов. Перед вузом стоит задача стать центром арктического аграрного образования международного уровня. Со знаменательным событием коллектив и студентов поздравил глава Якутии Айсен Николаев. Из текста сообщения. Академия прошла большой и славный путь, который берет начало в далеком уже 1956 году, когда в ЕГУ открылся сельскохозяйственный факультет. За эти годы вуз стал настоящей кузницей кадров для уникального, самого северного в мире сельского хозяйства. К другим темам. Жильцы дома по адресу Клары Цеткин, 7 строительного округа столицы бьют тревогу. Их дом ушел под воду. По словам жильцов, их беде не могут помочь ни в управе, ни в управляющей компании. В ситуации разбирался наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Сточными водами здесь заполнены не только подъезды дома, но и квартиры первого этажа. Жители данного дома, чтобы решить эту проблему, пытались поднять здесь полы, но эта ситуацию не решила. Из-за ежегодного потопа здесь полы в буквальном смысле начали плавать. Звонки в диспетчерскую управляющей компании, которая обслуживает их дом, не дало результатов. Жильцы этого дома говорят, их только игнорируют. Мы с четверга звоним в ЖЭО, что нас затопило. Нам сказали, ждите, заявка будет. В пятницу мы звонили,
Диспетчер кидает трубку, сказала: ждите, ждите. Я говорю: почему со мной так разговариваете? Она бросает трубку. Ну это же невозможно. Мы говорим, что мы тонем, в квартирах вода. Ждите. Я говорю: когда будет ваша отработка? Она: я отправлю, вам сделают мостики. Никто до сих пор так и не пришел, не сделал. 59-летняя Ирина в своем подъезде на первом этаже осталась одна. Ей просто некуда идти. Из-за сложившейся ситуации она начала болеть. Но из-за того, что постоянно вот вода, сырость, и у меня постоянно периодически уже болит горло, периодически уже какие-то аллергии появляются. И все из-за того, что вот сырость, грибок на стенах, плесень. Под полом даже летом, круглый год, вода и сырость, потому что весь дом стоит в болоте. Глава семейства семьи Лаптевых Иннокентий снял другую квартиру, чтобы обезопасить своих детей и жену от различных вирусов и бактерий, которые могут попасть в дом вместе со сточными водами. Там находится помоя, она впадает туда, там и можно подцепить и рак, и так далее, и все болезни. Не то, что это коронавирус, да? У нас... Вот это вот здесь вы проложили сами, да? Тут сколько вот глубина воды примерно? Вот глубина воды я вот вчера вот, получается, откачивали, вот видите. У нас в всех квартирах вода, у нас мебель вся испорчена, и линолеум испорчен. А управляющая компания что говорит? Управляющая компания... Ну, они вот отправим машины, и больше ничего такого. Мы позвонили в управляющую компанию «Юнион», которая обслуживает этот дом. Приехать к нам они отказались, ссылаясь, что загружены работой. Управляющая компания не обязана откачивать. Вообще нет такого тарифа, понимаете? Все равно мы откачиваем, тратим деньги на фекалки, учитывая полумиллионный долг, например, на этом доме. Все равно откачиваем, не оставляем же людей. Порядка 50 адресов сейчас откачка идет. А через сколько тогда фекалка здесь будет? Ну, поедет сейчас, я точно не скажу вам по времени. Откачает. Вы вот такие вопросы, да? Насчет того, что почему дом-то такой, вы лучше республики задайте правительству, а не мне. Я человек маленький, у меня работа обслуживать дом. Дом является аварийным и вошел в список тех адресов, которые в скором времени подлежат к сносу. Даже табличка висит на фасаде дома. По словам жильцов, им каждый год говорят о переезде. Но долгожданного момента вот уже ждут который год. И только смотрят на обесцветившийся плакат, надеясь на чудо. И вместе с тем они отмечают, что это только начало всех бед. Весна только начинается. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Якутск. Реконструкция систем водоснабжения началась в Алекминске. Сколько займут работы и когда будет решен вопрос с чистой водой? Елена Фас с подробностями. Следом за городом Якутском в Алекминске будет реализован проект реконструкции систем водоснабжения города Алекминска централизованной сети. Этот объект у нас вошел в региональный проект национального проекта «Экология» по программе «Чистая вода». Когда на отчете правительства прозвучала эта информация, многие восприняли ее не столь серьезно, настолько тема чистой воды за эти годы стала злободневной в Алекминске. Сегодня конкретно видно, работы начались. Пока это подготовка площадок и помещений к строительству и реконструкции. Идут демонтажные работы внутри нашего водоканала. Это вот реконструкция самого водоканала, станции второго подъема. Демонтаж у нас идет емкостей на 300 кубов. Будет строительство новой модульной котельной. В следующем году планируется с вторым этапом станцию первого подъема. Там уже будет колодец, ну и, соответственно, воду будем брать естественным фильтром с фарватера. Проект будет реализован в несколько этапов. Кроме основательных изменений на территории и в здании самого водоканала. Кстати, 1987 года постройки будут заменены и водосети, которые доставляют максимум хлопот не только жителям, но и работникам отрасли. Много чего изменится. Изменится мощность. Мы сейчас подаем где-то 1800 кубов в сутки. Для населения это примерно 495 – это жилые помещения, жилфонд. 25 это социальных объектов в городе, 20 прочих и 25 офисных. Ну и, соответственно, вода будет чище, она будет проходить уже через грубую очистку, через фильтра,
через электролизную. Протяженность магистральной трассы 5200 метров. Ну и, соответственно, третьим этапом мы это все должны поменять. Все работы выстроены в четкий график. Это позволит реализовать этап с наименьшими потерями для потребителя. Этот объем – тот самый случай, когда работы должны продолжаться, несмотря на сложную ситуацию. При этом соблюдаются все необходимые требования по обеспечению безопасности. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.